Тебе чего, парень? Я за тачкой. Руль справа. Ну а теперь вот что. Попуткой до Нижнеудинска доберешься, а там поездом. Ключи. Что это? Это кольцо. А вот это граната. Не дури, парень. Считаю до 3. Кладете стволы, выходите из машины и руки на затылок. 1, 2. Ну? На обочину. Ну, открыл капот. Так, ребята, всем привет. Ну что, начинается наш путь в город Владивосток. Отъезжаем сегодня мы от нашего гибрид-центра. Через несколько дней мы уже будем во Владике. Едем мы на конференцию по охранным сигнализациям Пандора. Будем обучение проходить в городе Хабаровске. Вот. Ну и дальше уже будем, может быть, установкой заниматься, инсталляциями. Вот. Ну, в принципе, мы едем еще не только за этим. Возможно, мы купим какую-нибудь машинку. Вот, купим какую-нибудь машинешку. Я планирую вообще взять либо хайс, посмотрим. Либо это будет, ну не знаю, посмотрим, что купим, то купим. Что по деньгам. Ценники скачут, надо забирать какой-нибудь автомобиль хороший. Вот. Ну и все, в принципе, на этом. Всем пока, всем удачи. Дорогу покажем, как едем. Все, на этом. Смотрите наши статусы. Что, заезжаем на паром. Красота, скоро будем во Владике. Вот, проехали Томот. Сейчас едем до Алдана. Чуть-чуть осталось нам совсем. Вот связь чуть-чуть появилась. До Алдана нам еще
68. Где-то 68 километров, ага. Ну, фигня по сути. Вот она точка. Нижний Куранах проедем. И Алдан. Ух ты, Вишара прет, да? А так вот такая вот деревенька обычная такая. Маленькая. Заправки стоят. Один магазин, заправка, пару домов. Ну, люди живут, что. В основном, наверное, старики живут. Вахтовые работники, да, всякие. Ух ты, этот поставили еще. Ебера. А. Айдер счастье словно талый снег. Где же Фаина твой серебристый смех? Че, едем на Акве. Классно просто. Машина шпарит, ё-моё. Гибрид. Гибрид тема. Гибрид сила, да. Не, гибрид тема. Гибрид тема. Мы не будем повторяться. Считай, на баке бензина приехали в Алдан просто, да? Ну, на 35 На 30 литров, ну, 35, да? Ага. На какой машине еще так можно? Ну, Теперь сейчас снег выпадет, они хуй поднимутся. ну. По гравийке-то плохо им было, да? Все. Началась гравийка. О, хай сидит наш. Че, вот проехали Мерингри. Он тут так. Самолет такой красивый. У нас стоянка дальнобойщиков. Прикольно. Здесь, видимо, вход, да, у них был? Ага. Это что-то клубешник или что у них там? Какой-то. Навык такое, да? Ага. Так. Прикольный, да, самолет? Что, ребята, день второй. Переночевали мы в такой гостинице, короче. Поедем сейчас до Хабаровска. В Хабаровске у нас есть одна машинка, RX. Будем его смотреть тоже. Он стоит в автосалоне. Что-то там просят за него 4 с копейкой. Посмотрим его хорошенечко. Ну и надо. Дальше поедем во Владивосток. Там тоже посмотрим несколько машин. Выехали мы от Томота. Такой туманец. Утро хорошее. Покушали. Бузы перекусили. Бурятская кухня. Всем советуем. Да, вообще классная прям. Вкусно прям. Реально вкусно и недорого. Нормально прям. Гостиница хорошая, кстати, тоже в принципе устроила по ценнику. 3 с копейкой отдали, переночевали. Хорошо прям. Отдохнули. Теплая все. Вода есть горячая. Все, дальше едем на Хабаровск.
Что, как настроение, пульс, давление? Природа Якутии очень красивая, особенно Южная Якутия. Вот это Южная Якутия же, да? Капец она красивая. Деревья уже высокие, все такое густенько. Тут и кедры есть, все как бы по сути. Жалко такую природу. Главное, чтобы не рубили ее, не горела она. Снова новый начинается день, снова утро прожектором бьет из окна, и молчит телефон, отключен. Снова солнца на небе нет, снова бой, каждый сам за себя. И мне кажется, солнце не больше, чем сон. На экране окна сказка с несчастливым концом. Странная сказка. Ну вот мы приехали в Хабаровск. Ночью приехали. Сейчас в гостиницу. Завтра утром проснемся. Пойдем в автосалон сходим. Посмотрим одну машину. И топнем во Владивосток. Переночевали мы в классной гостинице. Просто вот такой вот. Гостиница Онега называется. Прям, блин, бомба. И парковка охраняемая, и стоянка, и завтрак тебе, и что хочешь вообще. И за вменяемые деньги, кстати. Прям отдохнули хорошо прям. Ну и все, поедем сейчас смотреть одну машинку в автосалон. Стоит Lexus 450H. Будем его рассматривать. Посмотрим и двинемся во Владивосток. Ну, а так вот такой Хабаровск. Такие у него вот уже природа вот такая. Тополя стоят везде. Все зелено еще пока что. Ни снега, ничего нету. В Якутске вчера снег упал. А гостинка вообще прям. Смотри, как красиво здесь, да? Смотри, дома, домик к домику. Прям район хороший. Хабаровск. Город-миллионник, да, по-моему? Хабаровск. Слышь, город-миллионник же Хабаровск? Да, по-моему. Писала ты там 25 минут. Долго типа, да? А мы сколько ехали? Мало ехали? Да. Минут 10, мне кажется. Нет? Да? Мы вообще нормально ехали. Сразу, если превысили на 5 или на 10 километров. Ну что, пойдем посмотреть Сейчас я переобуюсь. тачку. Ну, надо будет взять все. Толщик, не толщик. Вот такой вот автосалон здесь в Хабаровске есть. Классный. Машинки стоят, Джимми стоит. Сетишка, да? Смотри какая яркая. 1 300 000. Нормальный, адекватный ценник. В принципе. 13-й год. Вообще адекватный. Ну, цвет красивый прям. Для девушки пойдет. Угу. Но тем не менее, да? Вот и гибрид Nissan Note есть. 1 499 000. E-Power, да? Нисма еще, нифига себе. Вон еще один E-Power. 1 359 000. О, тут одни E-Power, смотри. Ну.
Ярис. Тоже прикольный. 1,5 миллиона. Линза, все дела. Красавец. Ну ничего, машинки такие здесь. Подборка. Да. Подборка ходовочка, да? Ходовая прям. Левый руль. Да, левый руль. 2,549. 24 год, фит, 1,5, новый. Прикольно. Ага, понял, серый. Ну давай я сейчас на салоне посмотрю машинки. Я тебе перезвоню. Давай. Да, это класс вообще, я тебе говорю. Давай. Камбрюшка. А, вот он, да? Ух ты. Да, да. Вот он, аппарат, за которым мы приехали посмотреть его. Красавец, конечно. 18-й год, 3,5 гибрид, 4,579. Вот такой салон у него. Угу. Ну такой аппарат вообще классный так-то по сути. Немножко тут есть нюансы по краске. Видать, где-то стоял. Ну вот это и ржавые есть моменты. Видать, стоял, да, с этими, с пескоструем. Вот это убрать можно будет? Или это что, смола, что ли? Это же смола. А, это ототрется. Вот так вот тут вот чуть-чуть есть, ничего страшного вообще. Жизненное все. Зато панорамная крыша. Салон богатый вообще. Дудки вон какие. А? Что там? Нюанс нашел? Да. Битый? Ну, чем-то задевали, дверь открывали. Да, что-то, ага. Да, да. Есть момент, ага. Что-то. Есть моменты. Давай его толщиком пробивай. Сколько? В пределах? Или подкрас? 120. 160. Что-то много, да? 174. Вот так. Допуск. Одинаково стало. Нормально, да? Угу. Цвет дорогой, красивый. Но по сути это то, что я хочу. Вот такую комплектацию я хочу. Он в Хабаровске владелец был, да? Да. Это что такое? А, аккумулятор? Он давно стоит, да? Ну, мы с гибридных автомобилей не снимаем аккумуляторы клеммы, поэтому да, иногда приходится либо Я понял. обработанные, либо... Ну-ну, понял. Масло не мененное, походу. Не обслуживался, да? Хорошо
Масло не мененное, не обслуживался перед продажей. Техничку ничего не делали, да? Ага. Масло поменять сразу ему надо. Вообще весь надо, да? Литье какое-то дорогущее, смотри. Это не простое литье. Ну да, согласен. Ну что, делаем предварительную диагностику автомобилю. Сейчас будем проверять ему батареечку. Посмотрим, что у него с двигателем. Вот, двигатель немножко есть троение, замечаю. Двигатели масло, видать, свои пробеги перекатывало, либо не на качественном масле ездила, черные фазовращатели. Заметил такой момент. Ну, как будто бы за машиной плохо следили. Вот, именно по части технички. А так, в принципе, по салону машина нормальная вся. Красная кожа. Цена у нее, конечно, вкусная. То есть здесь удобство. То, что в автосалоне все тебе сделают, оформят. Вообще проблем никаких не надо. Бегать самому не придется. Вот в этом плане удобство. А так, в принципе... Ну и цены, конечно, в Владивостоке дороже цена. Почти на 500 тысяч дороже Lexus стоит. Но я его тоже, наверное, буду смотреть, посмотрим. Сидушки вообще не пошарпанные, руль тоже не пошарпанный, в нормальном состоянии все. Видно, что более-менее. Вот, как такая тачка. Ну что, машину посмотрели, в целом нам понравилось. Батареечка на нем где-то процентов 80, мы замерили ее. По двигателю есть нюансы. Двигатель надо отмывать. Обслуживание полное надо проходить. Видать, машинка ни масла не менялась, ничего. Как с Японии заехала, так и ничего с ней не делали. Практически вот так вот в Хабаровске, в принципе, владельцы относятся тоже к машинам, не только как у нас в Якутске. В Якутске тоже не обслуживают, и тут тоже бывает не обслуживают. Поэтому в автосалоне, покупая вот такую тачку, вы должны понимать, что это... Ну, многие думают, если я пришел в автосалон, значит тачка полностью обслужена. Ее по техничке обслужили, вылезали. Нет, не так. Ее просто в порядок приведут, максимум помоют ее, в порядок приведут и все. Ну, может полирнуть, да, это и то не все. Так что, ребята, вот такие дела. Вот Lexus 4 миллиона 579, Хабаровск. Едем дальше, Владивосток. Ну что, посмотрели мы две машины, в принципе. Хайс глянули и RX. RX понравился, в принципе, нормальный. Дальше сейчас пойдем во Владивосток. Там у нас еще покруче варианты есть. Но там и цены, конечно, что-то другие. Вот, будем смотреть сейчас все тачки. Что, едем на Владивосток. Заправились. Полный бак. Едем дальше. Постой, не уходи. Мы ждали лета, пришла зима. Мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами век. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. В наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно, выбирай.
хотели пить, не было воды. Мы хотели света, не было звезды. Мы выходили под дождь и пили воду из луж. Мы хотели песен, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. Мы носили траур, оркестр играл тушь. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой, в наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно, выбирай. Что-нибудь купить тебе надо, да? Такую кисю нашел здесь во Владивостоке. Красивую. Да, Кися? Ты какой красивый. Я тебя в Якутск заберу, смотри. Я хочу себе такого полосатого. Смотри, какой красавец. Вот так вот, такой вот гостиница Нептуния. Переночевали, вообще красота прям. Вон море уже рядом. Тут все вот так вот на горах. Вон оно море уже. Вот в Якутске уже все. Зима. А тут вот так вот. Все цветет и пахнет. Сейчас поедем смотреть одну машину. Глянем RX. Ну и поедем на авторынок. Кстати, там авторынок, Калек, рядом. Сразу там. Там и покушаем. Поехали машинку одну смотреть. Трудовое.
что, вот оно море. Вот он я, вот он море. Давай, Колян. Делай вещи. О, блядь. Теплая? Да, ну. Вообще теплая, ё-мо. Я ожидал. Я в Лене купался, холоднее было. Холоднее 2 раза было. Красотища. Вот сидим тут, дома уже снег выпал, а тут лето. Сидим тут с Коляном и поверить не можем, что дома снег, да? Но. Как так-то, ё-моё? Сентябрь месяц. А что-то нынче снег рано выпал, слушай. Да, Как это сентябрь месяц? в прошлом году в октябре упали. Но это всегда в октябре. Даже бывает до ноября вообще снега нету, прикинь. В конце октября брал, снега Ну. не было. А потом как выпало, Как это так, ё-моё? Нынче что-то вообще все коротко, да, у нас в Якутске? то лето. Ну, лета не было практически Зима вообще. теплая будет. Да что-то не верится. Ну какой пес старый, бедолага. Ходит, что-то ищет. Добряк. Место клевое, да? Баркас какой идет. Чё как? Прохладно, да? Нормально? Классно, да? Сейчас Там пойду. понял, смотри, ты идешь, Ага, чуть-чуть, вот пару метров просто пройдешь, ага. песок начинается. Песок? Да ты чё? Да, а тут у тебя этот. Нифига это как далеко, смотри, он заплыл. Смотри, нырк за гребешком, походу, да? А, так, Просто. плавает. Ага. Короче, вот такого морского ежа подарили. Сейчас будем пробовать. Что это такое? Ну что, знаменательный день. Забираем RX. Готовимся. Сейчас вот прогреем тачку, поедем за машиной. Будем проводить сделку. А так, вроде денек сегодня обещают неплохой. А завтра что-то дожди вроде бы. Опять, что ли. А погодка бы настроилась, вообще было бы классно. Ну вот он уже мой красавец. Забираю сегодня его. Стоит, ждет. Уже сейчас поедем страховку делать, оформляться. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. Swallow me up, breathe closer.
что, забрали мы Лексуса. Колек он за рулем уже балдеет. Поверните налево, а Дал затем прокатиться поверните человеку. налево. Такая вот машина. F-Sport, панорамная крыша. Резину нам еще зимнюю отдали. Будем переобуваться. Ну а так, конечно, тачка вообще другого класса. Вот есть у меня Harrier, есть вот эта машина теперь. И сравнить, конечно, если его с Харьком, ну, это уже на класс круче машина. А так, по сути-то, по большому-то счету, габариты и все остальное, да, формы чуть измененные. А так, по сути, тот же автомобиль. Тоже гибрид, 4 ВД, все, у него все присутствует. Здесь, конечно, чем он наворочен, у него есть вентиляция сидений, у меня в Харьке нету. Подогревы сидений также имеются. Также подогревы задних сидений есть. Есть вот такая кнопка Эко, Нормал, Спорт, Спорт Плюс. Можно режимы выставлять ему разные. Ну, характер езды, короче, немножко поменять. А так, в принципе, тачка крутая. Также, как у всех Лексусов, есть память сидений. Вот такая кожа красная. Ну, бордовая такая, красивая. Материалы, ну, мягкое все, классно прям. В общем, машине доволен. К нему я давно шел. По сути, как бы это моя мечта была. И уже после него я уже не знаю, что хочу. Я уже ничего не хочу, по сути. То есть это Через 100. тот автомобиль добился того автомобиля, после которого я больше как бы особо не хочу. Может быть, там что-то, если поменяется, может быть, уже в сторону только немцев смотреть. Все. BMW, да? Mercedes, что-то такое. Но немцев я не очень, как бы, мне не нравится. Может быть, еще мне понравился здесь во Владивостоке автомобиль Jeep Wrangler, тоже вот прикольный, мне нравится. Что-то в нем есть такое. Джип красивый, как бы, все у него. Американская мощь, как говорится. А так, по сути, вот, все остальное я переплюнул уже. На светофоре плавно поверните направо. Крузак брать сейчас уже не хочется тоже. Крузер это уже не та машина. Я считаю его несовременным. За такие бабки тем более. Lexus 570, ну блин, тоже здоровый, жрет дофига. Тоже не технологичная машина, по сути. Китайцев вообще не рассматриваю. Через Поэтому 300 метров перед светофором плавно поверните можно направо, купить а затем его, плавно либо поверните можно направо. купить еще Harrier, да, Колян? Который вот этот, последний кузов Harrier, прям бомба машина, классная. У него батарея лучше, чем на Харьке, чем на вот этом RX. У него уже литий идет. Ну а так, по сути, Направо, а затем плавно поверните у этих направо. батарейки живучие у RX, по сути. Я не слышал, чтобы у них выходила из строя батарея. Пока что ко мне не приезжали такие машины с батарейками, с какими-то проблемами по замене на контрактную. Поэтому автомобиль такой. Надежный даже, я бы сказал. По сути, они в городе же есть у нас RX, да? Есть. И они просто не приезжают даже на обслуживание. Я не знаю, как они ездят, где они обслуживаются и что они делают. Но я не вижу, чтобы они к нам заезжали прям пачками. Ну, 1-2, да? И то масло поменять, и все. И диагностику сделать. Больше, как бы, проблем нету с ними вообще никаких. Вот едем по мосту Владивостокскому. Тут лето. Вчера дождик покапал, у нас тут нормально все как бы. А сегодня вот уже летний день опять. Мы едем купаться. Наш микроотпуск уже скоро подойдет к концу. 26 числа мы едем на конференцию идем на конференцию по Пандоре. Здесь во Владивостоке будет проведена. Потом подготавливаем тачку, обклеиваем к перегону. Ну и поедем, в принципе, в сторону Хабаровска. В Хабаровске тоже немножко поживем. Там тоже будет обучение по Пандоре. У нас уже практика будет. Попрощаемся с нашими друзьями, хабаровчанами. Это вот Хондару Серега, к нему обязательно заедем. Встретимся, даже, может быть, посидим где-нибудь и топнем в сторону Якутска. Дома уже зима. Через 450 метров держитесь правее. Ну, мы потихонечку, аккуратненько поедем.
Пригоним, постараемся машину пригнать, ну, как аккуратно. Сохранить ее внешний вид. Ну, в принципе, все. Так что, ребята, у кого есть мечта, исполняйте. Покупайте себе такую машину. И кто хочет RX, я считаю, это классная машина. Через 150 метров. Что, двигаемся к морю. Вот, поставили Камато коврики. Купили вонючку. Уже без вонючки японской. Lexus это не Lexus. Звук на Лексаре тоже, кстати, приятный. Буфер есть, немножко подыгровки. Звук очень чистый. Штатная акустика у него хорошая. Сколько колонок у него? У него раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там еще есть, да. И буфер. В багажнике, вот я не знаю, есть ли у него колонки. Надо посмотреть. Но у них есть комплектация с Марк Левинсоном. Да. Это Элька. Не понимая, зачем идти туда, но зная точно, что есть ты у меня. И тронув весну, в моем плену повисли, остановилось сердце. Зато тут изумительно трекшн контроль работает, антизанос, потому что у него 4 ВД, интеллектуально начинает задом работать. На круизе шпаришь? Ни хрена, нормально. Да, педальки нету, все. Что мы объедем всю планету, что теперь я без тебя, и ты совсем друг другу подарила нам сама судьба. Не проси ты меня, я не могу забыть, жить лишь с мыслью о том, что ты привык меня любить. В моем сердце лишь ты, тебя даже много. Наши дикие мечты, но я хочу другого. Не проси ты меня, я не могу забыть, жить лишь с мыслью о том. Якутия рулит. Вода, да? Смотри, какая она чистая. Ага. Давай. Что скажешь? Я бы хотел передать Армену привет. Сказать ему. Вода такая соленая, как твои слезы на работе. Я знаю, ты хочешь прикоснуться к нам, но у тебя не получится. Выходите бесы, мы станцуем джерси. Отойди, я войду, я на воскресный. Пристегнись и смотри. Через 400 метров плавно поверните налево, а затем на светофоре плавно поверните налево. Но, и ты так много кричишь за глаза. Мы играем. Маршрут перестроен. Двигайтесь прямо. 24 километра. Впереди камера на 40. Двигайтесь прямо. 24 километра. Двигайтесь прямо. 24 километра. Двигайтесь прямо. 20. Родила меня, не было Google. Тогда решалось все по классике, стволы за угол. 34-й кузов, перебиты окна. На пустой желудок сны снятся после дней. Дождь, пусть родители живут достатки, не сидеют. Пусть заплошено, как правда, а где-то после снов. У жизни два этапа, нет ума, потом здоровье. С моря, но тут нет моря. Тут вьюга, строим заборы, по воле строим, ходим. Друг на друга походим, покоя нет отбоя. От перепоя по двое, трое в ноль. Алкоголь в кровь, бой смоет. Где, кто, 1, 9, 9.
такая локация, короче. Остановились походить. То что-то уже спина затекла. Скоро уже к Хабаровску подъедем. Так красиво. Чё? Прием нормально? Да. Четко. Так вот. Ну а так, в принципе, вот перетяжку делать надо, вообще классно. У меня камни летели, короче. Если бы не было, наверное, сейчас бы что-нибудь вкоцал уже. Ну, ни один камень не прилетел. Это показал тебе. Блять, заебись, что он не в стекло прилетел. Блядь, Только стекло поменяли, да? ну, блядь. Вот. А так, ПЭТ, пленка, вот эта тема вообще хорошая. Надо клеить так. Я первый раз машину обклеил, когда гнал. Буду всегда теперь. Значит, 160 руль Тянет? под 2. Да? А тут нормально, я сбалансировал колеса четко он. Да. Парень этот, но балансировку хорошо сделал. Прям руль роняя, прям она ровно идет. По этим, по датчикам смотрю, все 250 ровно, короче. 2,5. Но вообще все четенько. Подождите, пока снимаю. Давай потом мы поснимаем. Устройство системы, где доступны статусы команды. Это вот то же самое помодельно. Ты выбираешь модель, выбираешь модель, комплектацию, статус команды. Ну вот все, что она умеет. Это конкретно вот именно этот автомобиль, это вот Cybertruck Work 1. Приживление удаления. Так, устройство системы. Устройство системы. Так, вот, история событий. История событий это, ну, сейчас, наверное, не покажет, так как у нас событий никаких нет по отношению. События, типа, батарейка садилась. Дверь открывалась, дверь закрывалась, машина ставилась, снималась в охрану. История событий. Что происходило? Даже батарейка села, он все поездка, покажет, да. Оповещение, короче. Приживление удаления искания диагностики. Так, мы сейчас, наверное. Все. Да, все. Да, все. Че? Да, все. Да. Завести надо? А ты заведи его лучше. Да, я его вроде поставил. О, блядь. Ну, вообще в охране. Все дела сегодня приделали. Обучились по Пандоре немного. Себе тоже установили брелок уже вот такой. Поправили Пандору, меточки. Закупились сигнализациями, закупились лампами High Vision. Также мы сейчас едем, купили масло Moly Green Premium. Будем в этого Lexus Moly Green заливать, чтобы доехать до Якутии нормально. Обслужиться, так сказать, междороги. Ну а дома приедем уже, по конкретному будем его обслуживать. Тоже поменяем все жидкостя. В редукторе в заднем надо масло поменять, в планетарке масло поменять, в инверторе. И в двигателе надо будет охлаждайку заменить, тормозную жидкость. Короче, мы его будем по полной программе сейчас обслуживать дома по приезду. Также, что у нас? Дел очень много сделали. Батареи во Владивостоке мы купили, литионные. Одну батареечку везем на Винку. Короче, много чего интересного. Сейчас едем к Сереге Хандари в гости. Серому надо заскочить по-любому. Сегодня мы еще посидим в кафешке вечером. Там вся наша команда будет, которая с нами работает, в принципе, по гибрид-центру. Наши поставщики. Короче, классно посидим. Ну и завтра мы где-то утром, наверное, уже отчаливаем с Хабаровска в сторону Якутска. Вот такие вот дела у нас. Ну, в принципе, уже соскучились по дому. Колян тоже говорит, уже домой хочу. Ну, реально, недели хватает, в принципе. Сколько мы... Ну, вторая неделя, да, Колян, пошла? Чтобы вот так вот просто выбраться из дома, отдохнуть. Считай, мы и на море покупались, и там были, и там, и вся, мы везде. Ну, в основном решили вопросы по запчастям. Ну и по много чего. Вот самое главное, что мы съездили на конференцию Пандоры. И немножко уже начали понимать, что это за продукт такой классный. На самом деле, Пандора это очень крутой продукт. Но его просто не понимают люди.
Мы тоже когда-то были скептиками, не принимали Пандору и не понимали ее, что зачем она столько стоит. И что это вообще за сигнализация такая, зачем она у нас в Якутске нужна, да? На самом деле, ее применение очень, ну, как можно применить вообще классно, прям в Якутске даже. Просто надо знать как, какие фишки у нас именно ходовые, да, в городе, для чего они нужны, разобраться. И, в принципе, могу сказать, что она круче, чем Starline. То есть, это, можно сказать, iPhone в мире, ну, сигнализациях охранных комплексов. Даже вплоть до того, что можно дверь гаража, да, защитить охраной. И она будет вам на телефон в приложении выдавать. То есть, если произошло скрытие двери, можно такую фишку даже сделать, в принципе. Сегодня наш Александр с Пандора Хабаровск, в общем, всему обучил тоже, как их настраивать. Вот на этой машине тоже мы столкнулись с тем, что хозяин нам не отдал ни карточку с пин-кодами, ничего не отдал. Он нам дал одну только метку, ни пультов, ничего не было. Вот. Ни приложение не мог настроить, ничего вообще. То есть мы к Сане приехали, он нам прописал новый блок, показал, как это делается. Мы купили новые пульты, новые метки. Все, у нас машина теперь полностью с приложением. Все четко работает. Приложение Pandora Online. Вот. Как-то так, ребята. Так что очень интересная поездка, плодотворная для нас была с Коляном. Много чего мы нового узнали. Ну и вообще как бы интересный контент. По приезду, когда я приеду в город Якутск, я смонтирую на YouTube канал на наш. Ну, много чего интересного, короче. Как поездка была, как мы машину входили, покупали. Ну, там много чего будет вообще реально. Так что оставайтесь с нами. Гибрид-центр Якутск рулит. Классный трек. I want my music goes. Don't press pause. Туда. Это его? Не, клиентов походу. Да вот тут надо было ставить бы еще. Есть? Да конечно. Здорово, якуты приехали. Здорово. Здорово, братец. Нормально. Нормально? Ну. Лейку себе взял, да? Ну. Здорово. Вот как. Ты, короче, Всё. YouTube канал, да, ведешь? Веду. Нормально. Попадешь в кадр. Нормально. Приеду, смонтируем. Ништяк. Ну, чё, как машина? Прикольно? Всё, вот Lexus правый руль вообще решает. Ну. Он прокатись пару кругов вокруг сервиса. Да ничего, я в лейке что ли не сидел? Давай, катнись. Катнись пару кругов. Поснимаю тебя. Че ты, катнись пару кругов. Богато. Пос- Да на Lexus не катался. Поснимай. Лейка классная вещь. Я просто хотел посмотреть, как она едет. блядь. Спорт. И- Да, без вопросов, давай сейчас. Из этого не видно же. Давай. Посмотрим на него, как он едет. Во. Ну все, полетел, угоняет. Ну что смотрится со стороны, да? Прикольно. Ребенка игрушку дали? Дали, ну. Хоп. Все. Сейчас масло будем менять. Короче, вот Серегин подъемник. Вот второй подъемник поставил, да? Че, второй поставил? Все? Красавчик. Давно тебе говорил. Дожидаясь оборудования, там еще будет, получается, нога для съема коробок идет уже в пути. Потом, вторая, да? Вторая, да, не вот эта вот колхоз, который мы сделали.
Хороший, ну такой же подъемник, хороший прям, Ну, красивый. Да, у меня, видишь, у меня в стиле, я хотел модул сервис, чтобы один и второй были здесь. Короче, ты решил грин принять стиль. Да, да, Прикольно. да. Что еще из интересного? Сейчас... Вот стендик пришел, да, у тебя? Да, уже Автотулс. давненько, где-то месяца 2, наверное. Ключиков Он у меня купил. работаем. Ну, Что, батарею тестируешь? да, тестирую батарейку, да. Делаю перетест, это получается у меня подкидыш будет, видишь, скольки она сильная, вообще тут микроампер часов практически нету. Вот, у меня, я хочу собрать его для своих клиентов, чтобы клиенты не ждали, у меня же тесты долгие, сам знаешь, 2 дня. И получается так, что вот эта батарейка сейчас пойдет под перетасовочку, вот, где центр будет сильный, края будут слабые, и все. То есть хотя бы без ошибок можно будет 2-3 дня ездить, чтобы клиенты не оставляли у нас свои автомобили. То есть 20-ка, 30-ка такая же, вот. Это от чего ты сделал? Аква? Нет, это получается у нас информационная шина от 20-30 Приуса. Вот это вот 30-ка, получается инфошина. Вот это вот у меня переходная шина от 20-ки на 30-ку. Я себе сделал. Тебе надо будет такую же. Ну я сейчас приеду, буду заниматься тоже. Вот. Надо сделать, ага. Короче, вот такие. Красавчик, что? Вон френчей понагнали, да? Но. Нормально. Тут еще бардак немножко остался. Да, сейчас получается материал придет, я сделал навес вот за ту стенку, здесь котельная у меня, я с той стороны разгребаю все барахло, металлолом, делаем навес получается закрытого типа, и у меня все вот коробки, вообще двигателя, Специально, все будет туда, правильно. Все туда убираем. Ну сколько места, прикинь, вот. Да, теряем. Это же пиздос. Ну вообще нормально. Ну что, масло поменяем? Да, конечно. Блейки, давай. Крузак 3.4 заезжает. Да? Конечно. Подымал? Конечно. Уже, блин, это сам 300-ка была, 200-е заезжают. Как-то нормально вообще. Тыц. Юрича сегодня видели. Че, сейчас поедем, посидим. Да, В 9 часиков. 9 часов стоит? Ага. О, пошла жара. Короче, этот будет, Илюха будет из Пандоры. Потом ты будешь, Юрич будет и Саня FQ. И мы. Саня FQ подъедет? Да ну сказал, подъедет, ага. О, отлично. Прикольно будет, ага. Вообще, ну. Всю банду собрал. Серега вот солдата жалко там. Ну да, Серого тоже. Греет, блин. Но. Как бы тоже бы с нами. Да, классно было бы. Вон, что хотите, хандари, приезжайте сюда на обслуживание. Кто через Хабаровск едет, всех Сереги, по-любому. Аэродромная 66. Этот адрес надо знать всем. Вот, все. Первый человек, который обслуживает в моих руках этот Lexus. Приятно быть первым. Да. Мы даже еще не обслуживали его. Сейчас приедем в Якутск, мы его по полной программе. Ну сейчас как раз там и закрепим это. Думаешь, твои подписчики не знают, как меняется масло в Да. ГОСТ, что ли? Твои подписчики, мои подписчики. Мои подписчики, твои подписчики. Так-то, да. Нормально, Молли Грин. Сейчас зальем. Вообще будет тема. Здесь, короче, походу, то ли Томс был залит, то ли Тойота. Тойота же говорю. Тойота, говорю. Ну. У нас в Хабаровске вот это Австралия, Гольф, Вестон набирают обороты. Она- народ прям ведрышками заказывают. Только я тебе говорю, оно очень оно хорошее масло, понимаешь? Да. Тоже его использую, ничего такого нет. Не, и я как бы Но не против, можно взять как бы. Бери. У меня в основном, видишь, хондоводы вот на
Молли-Грине. Но ты их уже сам просто Да, так... перевел уже всех, как Перевел. бы они сами радуются, что Молли-Грин, там все вот эти вот моментики. Да к Молли-Грину вопросов вообще ноль. Вообще ноль, да. Они отсутствуют от слова вообще совсем, эти Ну. вопросы. Так что, ребята, заливайте Молли-Грин, даже не бойтесь. Только ПАО, только премиум. Да. Премяшка, хорошее масло. Фильтр-то смотри какой. Ёб. Я вижу, смотри. Вот Смотри, сюда, давай. его сжало. Да жало это ладно, это мелочи. Смотри, какое масло. Пиздарики вообще. Ну. Да, да. Ну все, это я хорошо, что к тебе заехал. Вообще вовремя. А то так ГР положить, ну его нахер, блин. Дорого-богато. Дорого-богато живем, да. А? Фильтр-то вынес? Да. С машины. Там где-то был. Надо этот. У тебя может этот карбик есть? Промыть его хорошенечко прям. Или бензин. О. Так, ну да. Он Колян такой же себе замутил. Да? Мы просто на то время, когда вот открывали сервак, не было никакой ванны абсолютно не было. То есть нам пришлось мутить это из бака и поставить. Сами, да, делали? Да, вот это ножки получается с этих транспортировочных, которые доставляют подъемник. Ну. Как бы ванна из половины бака. Ну вот. Все. Нормальный. Фильтр. Колечко сжало, бедное, да? Ну, тойотовский фильтр купили на индустриальный. Блядь, дорогой, капец. Сколько? 1300 отдали. 1300? Да. Ну давай с Юричем, вон, это самое сегодня. Мы встретимся же, посмотрим, сколько оно у него стоит. Там Они вообще. дешевле у него, Да, по-любому. Конечно, по-любому. Вот этот там накручивает, жестко прям сидит. Ну и а-ля якобы Toyota, да? Да. На самом деле непонятно что. Ну, вроде Toyota. Я не доверяю этим упаковкам. Плотниковый такой, вроде ничего. Нормальный фильтр. А так. нет, Toyota. Toyota, ага. Не, Toyota. Орига, ага. Хороший. Toyota. Все, масло поменяли, поехали в гостинку. Ну и посидим немножко с ребятами. И завтра домой. Ну что, вот такое у нас прекрасное утро. Уезжаем из города Хабаровска сегодня. Сейчас заедем до адреса, до друга. Гостинцев хочет передать. Ну и поедем, в принципе, отсюда потихонечку в сторону Якутска. Через 300 метров поверните направо на улицу Угаревича. У нас уже холодно, а здесь вот нормально, в принципе. Кстати, хорошо в Хабаровске мост есть через речку. Прям классно. Все, поехали на Якутию сегодня. К вечеру мы должны быть, ну, не знаю, Новобурейск точно проедем. Тында, наверное, скорее всего, там остановимся. В Якутию уже заедем. Какой там Амур.
позолоченных витрин, мимо покалеченных картин, каменных руинах. Мой город качает магнитола. Все прощаешь, но я снова улетаю. Мама, не ругай, я буду вечно молодым. Мама, если бы ты знала, как я по тебе скучаю. Я знаю в этом мире, мама, я не лучший сын. Впереди камера на 70. Снова улетаю. Окутала меня тоска, и только этот серый дым. Душа летит на небеса, но как же трудно людям быть для вас чужим. И то ли светлых дней я жду, уже не веря в чудеса. И в тишине я повторю: ой, мама, ты прости меня. Ой, мама, не ругай, я буду вечно молодым. Мама, если бы ты знала, как я по тебе скучаю. Знаю в этом мире, мама, я не лучший сын. Ты обиды все прощаешь, но я снова улетаю. Мама, не ругай, я буду вечно молодым. Мама, если бы ты знала, как я по тебе скучаю. Знаю в этом мире, мама, я не лучший сын. Ты обиды все прощаешь, но я снова улетаю. Я не устану, мама, буду я один. Упрямо верю, светлый день ты обещала. Я помню все, пусть даже я не был святым. Ты ласку все равно свою не отдавала. Когда один я просыпаться не хочу, ведь далеко ты, мама, как мне не хватает. Все то тепло, что подарила, я храню. Все то тепло, что в моем сердце сохраняю. Она уже колна, и закон моих видно. А я еду домой, у меня выходной, из трубы выхлопной дым идет стороной. По краям лишь поля, реки до поля, на них снег февраля, и в колху еду я. Вот, добрались до Стеллы, Владивосток-Москва. Все вроде пока домчали, дальше едем. А сегодня уже в Тынде должны быть. Дорога нормальная, едем потихонечку. Чё? Чё расскажешь? Как едется? Классно. Короче, у нас с Коляном тут без приключений не обошлось. Колесо пробили. Но. Короче, боковой порез жесткий, прям по корду, 15 сантиметров почти что. У нас колеса нету. Это нам уже запаску дали. На запаске тоже долго не проехали. Ну, там запаска такая, конечно. Банан на такую тушу поставили, километров 20 на нем проехали, и тоже вот такая херня. Сейчас будем, заказали парню с Благовещенска, на Якутию едет тоже, новое колесо, чтоб нам купил, и размерную запаску. Приедет только, наверное, к вечеру вообще. Такие вот дела вот у нас. Будем тут вообще целый день потеряли из-за этого колеса. Что, день второй. День приключений, слава богу, едем. Там дальше дорога еще хуже. Мы сейчас там разведку лишь сделали, там вообще просто жесть. Вот этот участок нам надо как-то пройти аккуратно. Потом сейчас поедем
До шиномонтажки протянем. Накачаемся. Все три по 3 сделаем помощнее. Блин, какой кайф, когда машина едет, а? Они то, что когда встанешь на дороге, просто жесть. А далеко от населенного пункта, где ничего нету, ни шиномонтажек, ничего вообще. Считай, ближайшее Сковородино 80 километров. Мы с Коляном туда-обратно съездили, чтобы просто колесо отремонтировать. Времени не потеряли вообще уйму. Слава богу, мужик хороший попался. Новая резина у него еще тем более такая есть. Вообще прям классно. Говорит, 2 баллона у меня попарно. Я говорю, а пофиг, давай попарно. Обошлись 2 баллона 16 тысяч рублей всего. И перемонтажка 1500 рублей. Все, едем дальше. Вот так вот сегодня. Купили новое колесо. Ставим. Целый день потеряли из-за этого. Но благо, что колеса нашли. Второе на запас взял сразу же. Крути. Снег. Сейчас будет перевал Тит. Вот уже снег пошел. Конкретно лежит снег. И у тебя началась конкретная зима. Это только начало. Вот так вот плавно. За перевалом, можно сказать, снега нет. А вот тут уже он лежит. Вы знаете, фильм такой был? Я тоже хочу, называется. Балабанов его снял. Я тоже хочу. Так вот, там тоже такой же эпизод был, где они с лета попали сразу в зиму. То есть за шлагбаумом там лето у них было, а после шлагбаума у них была зима. Вот это что-то типа про Якутию, между прочим, он хотел, наверное, сказать так. Ну, не знаю, в каком месте мы живем, где 9 месяцев зимы, 60 градусов мороза зимой и 50 летом. Плюса имею в виду. Летом 50 плюс. Такие жесткие перепады температур. Ну, нам до дома еще доехать осталось буквально там 900 километров. Все, и мы дома. У меня есть дом, только нет ключей. У меня есть солнце, но оно среди туч. Есть голова, только нет плечей. Но я вижу, как тучи режет солнечный луч. У меня есть слово, но в нем нет букв. У меня есть лес, но нет топоров. У меня есть время, но нет сил ждать. И есть еще ночь, но в ней нет сна. Ну все, поспали мы в Нерюнгри. Топаем домой, до Талова. Сегодня будем в Якутске.
До Якутска нам 770 километров, 9 часов, типа. Над районом комом, ворона в сером небе. Крузаки, качели, кто не любит деньги. Девочки в уборной, пацаны не в сборной. Самый сильный в классе, 23-й Джордан. Он вообще не в курсе, что там за френдзона. Не в курсе, за романтик и бутоны. Он не любит Америку, геев, ментов и депутатов. Он уснул на стрелке, сделка в Эмиратах. Пролетело лето на коротких стрижках. Прячет кастет братишка в карман старой сипишки. В Сочи на мальчишник девки прилетали, сиськи талия. Блять, не блять, но под тобой не лежала Наталья. На стене медали, шумное застолье. Посидеть не дали, дело в том, что дело на контроле. На British Petroleum, борзели басмачи. Ну да, ну так, буря в стакане мочи. В своем городе пришлось чуть навести порядок. Ну скажи, нарядно же горел, ведь их опятый. Некрасивый с виду, но внутри богатый. Брат не даст в обиду, кровь пансионаты. Кто не берет от жизни, тот банкрот. Мой друг берет от жизни все, пока его последний поворот его не унесет. Кто-то берет от жизни в рот. Мой друг берет от жизни все, пока его последний поворот его не унесет. Себе дверьми не ломал уши, но поломал борцух Расула, Курбана и Лешу. Из-за пары матрешек начался дележ. Он объяснил: ты нахуй идешь. Двигается плавно, скорость магистрали, не снимая печатки. Отпечатки взяли, что-то выяснять с ним ты дважды подумай. Это не стендап Сабурова. Братан, карточкой принимаете? Все, едем домой. Заканчивается наше приключение. Это вот серьезные прям. Сейчас даже на нормальной лодке хуёво будет. Да? Конечно. Она где-то метровая волна почти. 1,5 метра. Бывает, буйки вот. Опасно. Там-то на северах вообще, возле Тикси, там еще больше волн.
Там где-то метра 3 нам. Сейчас мама съедет. И до дома 100 километров осталось. Видосы будут классные, по-моему. Снимали их по дороге там. Перегон 2025. Час, не знаю, на час 30. Час 30 где-то он будет. Да. Все, зима. У нас уже все зима. Едет задолго, все стекла в осколки, семейное фото падает с полки. Причин никто не поймет толком, но объявят траур в этом поселке. Издалека долго движется черная Волга и будет выть волком.